1200 пострадавших, больше 300 миллионов рублей ущерба и 3 года следствия, за которые деньги так и не нашли. Желание вложить деньги в потребительский кооператив благом для вкладчиков не стало. Следователи установили, это была очередная финансовая пирамида. Сегодня Московский суд Казани начал оглашать приговор в отношении двух предполагаемых организаторов мошеннической схемы. Пока пострадавший надеется на возврат вложенных средств, Анна Городнова узнала, где же находятся деньги вкладчиков. О том, как видят свое будущее, подсудимые не говорили, но настроение обоих было явно приподнятым. Юрий Белозерцев и Андрей Затенщиков обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере и легализации незаконно полученных денег. Как установили следователи, созданный ими кредитно-потребительский кооператив благом для вкладчиков не стал. Действуя по схеме финансовой пирамиды, привлекали инвесторов огромными процентами. Привлекали денежные средства вкладчиков с доходом 120% годовых. Указанные кооперативы были созданы в 3 городах Республики Татарстан: Казани, Набережный Челнах и город Альметьевск. Сначала обещанное выплачивали из тех денег, которые приносили другие вкладчики. Потом выплаты прекратились. За год существования кредитно-потребительского кооператива с 2013 по 2014 год без вложенных средств остались 1200 человек. В основном доверчивые пенсионеры. Общий ущерб больше 300 миллионов рублей. Деньги эти в ходе следствия так и не нашли. Как сознались сами обвиняемые, средства они перевели на счета в иностранные банки и обещали вернуть их потерпевшим, как только выйдут на свободу. Объяснили просто: ни средствами связи, ни компьютерами, ни интернетом в СИЗО, где они и находятся, пользоваться нельзя. И вернуть деньги просто физически не могут. Разглашается приговор именем Российской Федерации. Сегодня приговор зачитывали с 10 утра до самого вечера с небольшими перерывами. Но полностью зачитать его не успели. Окончательно вердикт суд вынесет завтра. Анна Городнова, Нафиса Минязова, Константин Бушуев. Вызов 112.